Военные наращивают группировку сил и средств для борьбы с пожарами в Якутии. Сейчас задействованы 2 самолета Ил-76 и несколько вертолетов Минобороны России. Их используют для тушения очагов возгорания с воздуха и переброски бригад по тайге. В один из таких рейсов отправился мой коллега Дмитрий Макаров. Вылетев из Якутска, военный вертолет Ми-8 направляется в тайгу соседнего Хангаловского района. Сегодня перед экипажем стоит задача произвести переброску сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Бригады уже наготове. Вертолет садится всего на несколько минут, и поэтому даже не заглушает двигатели. Работать нужно максимально быстро. Сначала загружают вещи, и только потом люди. Десантники провели здесь 19 дней. Все это время они пытаются побороть крупный очаг возгорания. После переброски зайдут с другого фронта. У нас группа из 9 человек. Но с нами еще работают местные, поэтому нам тушить намного легче. Общими усилиями справляемся. Но навозмотушителей еще нет. Ликвидировать полностью не удалось его. Но он, если вы видите сами, смотрите, он уже остановился. Вертолет моментально заполняется запахом дыма. Настолько сильно пропитана им одежда огнеборцев. Бойцы сильно устали, вымотаны, но не сломлены. В основном морально устали. Физически нет, а морально. То есть каждодневный труд не просто так с утра до вечера, а это не рабочий день. Вот как вышел на работу, допустим, с 8 до 5 часов. Они круглосуточно работают по факту. А на западе Якутии работают военные Ил-76. 2 воздушных судна ежедневно сбрасывают тонны воды на очаги возгорания. В ближайшее время их количество увеличится до 4. После указанных координат его обнаружения произвели маневр со снижением до высоты 100 метров к истине. После этого произвели последовательный слив огнегасящей жидкости в объеме 42 тонны, что привело к его локализации и прекращению его развития в сторону населенного пункта. В разных районах горят линии электропередачи. Пока меняют опоры, приходится задействовать резервные источники питания и вводить ограничения. Энергетики наравне с пожарными противостоят огню. Я думаю, что наши партнеры с пониманием отнесутся к этой ситуации. Это стихия, которая сегодня бушует на всей территории Республики Саха-Якутия. И заверить и жителей республики, и наших потребителей о том, что персонал Якутскэнерго принимает все зависящие от нас решения. Сегодня в Якутии бушуют сотни природных пожаров. В их ликвидации задействовано свыше 2000 человек. Однако ситуация настолько сложная, что дымом заволокло десятки населенных пунктов. Якутск тоже во власти дыма. Особенно хорошо это видно с высоты птичьего полета. Смог настолько густой, что не видно части города. Но даже в таких условиях авиация не прекращает свою работу. Работы очень много. Территории, охваченные пожаром, просто колоссальные. Я даже не представлял, что такого масштаба может быть территория, охвачена пожаром. Мы великий народ, могучая страна. Из таких ситуаций выходили, поэтому, я думаю, мы справимся, сделаем все возможное от нас. Противостояние с огненной стихией сегодня осложняет природа. В ближайшее время спасительных осадков не ожидается. Дмитрий Макаров, Сергей Заборовский. Вести. Якутия.